Сегодня стартует экспедиция Якутск-Белькачи-Нилькан в рамках проекта «Пути великих свершений». Мы проедем эту дорогу в год 80-летия Победы. Bu şamanjen uçalar tavtır. Bu перевалочная база тау. Табу рутурукаттан бөгөлөр бит маттан айыннылар табу. Анара ал биле кутаналар бу хылгыттар олар ба. Урут мадан хыжалар это постоянно. Ночуем в Бельгачах. У нас там насыщенная программа сегодня до вечера. И утром рано выезжаем в Нилькан, Аяно-Майский район Хабаровского края. Ложите. Вот так вот. Молодцы. Будем чтить и помнить. Согласны? Ну а теперь идем. Каастыбын жарыктан вот тавада диите хаджыбытын билин сылгы идебин. Вот мас-масты это то батабаны нехиленне өлелен. Та худда шөйдеребне жона сергете яга шөй. Билигин нехиленне гаян те. Те үкче шүйбион кейти уатнан бара булу. На самом деле Амур, компания как артель старателей уже давно. Это, по-моему, 68-го года. Дорога, про которую мы говорим, да, это Зимник с поселка Белькачи, с нашей перевалочной базы Белькачи, была сделана в 96-м году. До сих пор мы ее ведем в хорошем виде, то есть для того, чтобы приходили те же самые грузы, которые еще были в артель старателей, для жизнедеятельности нашей компании. Те же самые ГСН, ТМЦ. То есть в данный момент мы занимаемся не только россыпями, как было изначально в далеком 67-м, но еще и рудное золото. Почему вот здесь вот в 1818 году Нилькан вот был основан? Он был основан благодаря тому, что был указ сверху, чтобы обеспечивать вот именно после 1799 году, когда начало местное население вымирать, чтобы как-то его поддержать, чтобы сюда завозили муку, осваивали здесь именно соляные лавки, хлебные стойки, и здесь вот именно продавали. И вот с 1818 года здесь стали постоянно дежурить казаки, вот именно содержа вот эти вот соляные стойки. И там постоянно была мука и соль именно для местного населения. Да, у нас приход как построен в 1914 году. Здесь как в советское время был клуб. Так и сохранилось, поэтому, наверное. Но, а в 90-х годах отец Константин у нас был здесь, Жигалин. Он вот все это сделал. Ну, артели помогли, все это, все украсил и все сделал. Конечно, свечение было бы, у нас народу бы ходило много, да. Сейчас еще холода. Ну, мы 5-6, ну вот, который костяк мы ходим. Но надо, чтобы свечение было. Спасибо за книги. Но будем учиться дальше, читать все.
И приезжайте. Будем ждем, пускай тоже приезжает священник, чтобы хоть чуть отслужил молебен какой-нибудь. Эвэхэ тоха симут по немалгичинде, мут по уличинде ngarewa мут то бучинде. Га айкал баякал, аяк баяляля амачал немаки, аяк нортин, аян натин. Они-то не до буссаре. Вам здоровья, благополучия. Проходите. Городу, агеду, мун авае. Абын килду кваканмы уктупча. Умупча ман бугалави. Арича нун куктива гунекки. Кукти. Сига бидюмалдадун агдамоду. Умуква окал та кваканмы накал. Тако карайкал кваканмы. Эптелен. Кукти тиканте никача. Агдамындя моду. Дюмададун. Умуква оча. Тала кокан манача, кокан самодепки, кукты маланепки нуанман, унка никадингас. Тарникадина эвенкил, агили гуркапкил, кокан галяпкил, апкил бакара. Тарбоава апкил бакара. Тармоланкам кукты кокан мах самодепкин, игдибайт икальча. Эвенкил долды чалтарликанман. Тарлитте бакачалтар боава. Авай ичича катабыл бангалилча коканма мучича. Эвенкил nganastikitin авай кукты арича гунипки. Джаси кукты охатника чабинди. Сегодняшняя встреча, она очень о многом говорит. На самом деле то, что приехали к нам гости, это сближает между собой Республику Саха-Якутия и наш Аяно-Майский район. Сегодня подписано соглашение между Аяно-Майским муниципальным районом и Усть-Майским улусом о межмуниципальном социально-экономическом сотрудничестве. Жителям Аяно-Майского и Усть-Майского района желаю процветания и сотрудничества. Побратимство между нашими районами, они необходимы. И это действительно и выход к морю, и нам, я думаю, что к нам какая-то цивилизация придет, что начнется строительство дорог, что мы можем возить груза, допустим, не только морем и зимником, но и летником. Ну, дай Бог, чтобы это все исполнилось, и все, что сегодня говорилось, пришло в действие. И действительно, братская дружба между нашими районами, между Республикой Саха-Якутия и Аяно-Майским районом состоялась. Уникальность нашей экспедиции состоит в том, наша экспедиция, первая экспедиция, которая прибыла из города Якутска в поселок Нилькан по зимнему маршруту через Белькачи. Один вопрос, только расстояние. Нужна дорога, конечно, здесь круглогодичная, если развивать Дальний Восток. Есть прекрасный выход на Аян, он пока летний, по рекам. В принципе, разрыв остается небольшой сухопутной дороги, 160 до Нилькана и 240 до Аяна. 400 километров дороги – это не так много.